И уже в 2004 году приняли участие в фестивале «Шабыт» в Астане, в котором помимо нас состязались 14 ведущих коллективов республики, в том числе театры Алматы и Астаны, и стали лауреатами, завоевали почетное второе место. Мы показывали постановку Байтена Амарова «Письмо незнакомки» по Стефану Цвейгу. Я помню до сих пор те нелегкие моменты учебы, когда у меня на этой вот сцене не получался образ героини. Я убегала за кулисы и там давала волю слезам. Но не было ни разу такого, чтобы Байтен Ага высказал свое неудовольствие или повысил голос. Он всегда был сдержан и терпеливо пережидал мою истерику, а то и подшучивал надо мной. Когда я слышу замечательные слова о Байтен Ага, я испытываю гордость и готова кричать во все горло: я была его ученицей. Потому что Байтен Ага — единственный такой мастер, талантливый режиссер и актер. Он единственный такой. Утро у нас начиналось с его привычного «поехали». Этого мне не забыть никогда. Несмотря на свои 80 лет, он был в постоянном творческом поиске. Будь то чтение книг или съемки в кино, постановка спектакля. И глядя на эту его настоящую страсть к искусству, я понимал, что все наши усилия — пустяк, мелочевка. Хотелось бы стать именно таким, каким был наш учитель. Несмотря на то, что я помогал ему в занятиях со студентами, рядом с ним я чувствовал себя тоже учеником. Плавная речь, артистизм, доверительная интонация — все это вместе с аристократичностью и умением владеть собой вызывало уважение. Характерно, что все роли его в кино немногословны. Слов было мало и в жизни, но мы и без слов распознавали в нем богатый внутренний мир. И именно эта скрытая в нем тайна помогала ему воспитывать в своих учениках трепетную любовь к своему делу. Приходит осознание того, что он был не только замечательным отцом, но он был очень хорошим учителем, очень хорошим другом, просто добрым и порядочным человеком. И я думаю, что у этого человека было такое большое сердце, что туда помещалось очень много людей, которые сейчас говорят о нем теплые слова, с благодарностью вспоминают его. Я думаю, это говорит о том, что он всю жизнь жил с одним большим чувством любви к людям. Это очень ценное качество, и этому надо учиться. И мы никогда этого не забудем. Мы думали, что у нас самый лучший папа для нас, самый добрый папа. Оказывается, он не только для нас был самый добрый, оказывается, он очень многим людям в этом мире помогал. Самое главное, что я всегда чувствую, сейчас еще больше чувствую, когда его нет, это то, что от него всегда исходило и исходит до сих пор. Это вот большое сердце, доброе. И я думаю, что очень, не только в моей жизни этот человек сыграл большую роль, и не только меня он научил любить, прощать и творить, и просто работать и жить для людей. Bilmezke arzan, nadanlar bahir aranmaz. Kıynalma bekir ninja, konusu da koy.